Всем большой привет из Комы, привет от Олега. Сегодня, ребят, у нас поход с ночевкой. Едем на первую избу. Хорошее утро, солнечное, жаркое утро. Едем на сенокос. Поход сенокос 24 будет. 20-24. Со мной верный друг Тулан. Сюда мы в прошлый раз приезжали за Берестой. Вот тут чай пили. И с прошлого раза все изменилось. Так как у нас теплые дни и дорога подсохла, вообще здорово ехать. Сейчас еще участки будут, где вот не очень, так скажу вам, приятно ездить. Но думаю, там тоже все нормально. Вот. Машина едет, но сейчас вот здесь на горе где-то вот полпути мы проехали и загорелась. Снова провер двигатель и начал троить. В общем, троить. Купался. Не может нарадоваться. Сейчас я его уже на машину не буду брать, он будет за мной гнаться, побежит за мной. Пусть побегает. Хорошо ему на воле. Вот. А вам приятного просмотра. Все как будет. Буду снимать, показывать. А сейчас поехали на первую избу. Приятного вам просмотра, ребят. На холодный двигатель все нормально. Нагреется и вот начинаются глюки у машины. Не знаю почему. Провер двигателя вот здесь загорается. Сильно все зарастает. Прям дорога на глазах уже сужается. И я не знаю, через несколько лет думаю, ну придется кусты просто обрезать. Ничего страшного. Все равно будем ездить. Вот эти висячие кусты, вот эти ивники, все будем вырубать, дорогу пробивать себе. Эта дорога есть, и то ладно. Можно еще добираться до избы. Здесь быстро не поедешь. Здесь только первая, вторая скорость до моста. Дальше я у моста остановлюсь, там еще включусь. Сейчас пока так буду медленно ехать. Проезжаю самые нехорошие места. И, ребят, смотрите, все подсохло. Дорога идеальная. Это, считай, прям вообще идеал. Вот тут постоянно здесь кто-то застревает. Везде кругом чурки валяются. И я тоже застревал. Потому что здесь участок длина и очень неприятно ездить. Но без дна вот слева можно проехать. А сейчас вот видно, что колея вот тут ездят. Давайте тоже туда поедем. Ну нормально. Даже вот тут лужи все высохли.
Вот и мост. Мост не уплыл, так как хорошие люди весной, как сказать, тросами зацепляли, и поэтому немножко движение было моста, но вовремя, вот смотрите, блять, тросами, алюминия проволока. Ай, смех и грех. Ну, затянулась капец как. Да, не шути. Алюминиевая проволока, но все равно как-то, ну, все нормально, вот стоит на месте. Река высохла. Капец. Таежная речка. Вообще высохла. Ну, примерно так, ребят. Здесь тоже подровняли немножко. Спуск. Спуск вообще убитый. Тут такой порог стал. Да, здесь бульдозером уже надо сделать нормально. Хорошим бульдозером. Ну да, здесь вообще постарались. Смотрите. Видите? Вот. Настил положили. Без этого такой порог здесь получилось, потому что течением, наверное, смыло здесь все. Не знаю, сколько простоит этот мост, конечно, но в этом году вот так. Вот так люди как его, спасли мост, чтобы не уплыл. Ладно, поедем дальше. Значит, в этом году мост есть, еще будем кататься. А дальше как будет, просто непонятно. Вот там все смывает в той стороне. Очень сильно смывает. Здесь 2 пролета надо сделать. 2 пролета. Хорошие повыше. Или отбойники надо было. Вот я не знаю, почему вот отбойники сюда не забили. Пару штук хотя бы. И не уплыл бы он. А сейчас бойся. Постоянно. Что он будет делать сейчас, интересно. Река высохла. Капец. На малых оборотах, ну как сказать, на 1-й и 2-й скорости еще троение даже я не чувствую. А вот уже на 3-й и 4-й скорости уже. Да. Нормально работает. А на 3-й и 4-й скорости уже все чих-пух, чих-пух. Сегодня солнечно, и сейчас еще у столика остановлюсь, чтобы природу вам немножко поснимать, показать. Так как солнечный день, он просто прекрасен. Надо обязательно остановиться на минутку хотя бы. Даже машину не глушить не стану. Вот там вода. Кто-то 5-литровую канистру с водой оставил. Вот так вот. Вот, пожалуйста. Может, спирт, кто его знает. Тулан догоняет. Сейчас газку дал. Ну, видно, что приходят. Пачку сигарет оставили. Вот так сейчас выглядит вся эта красота. У многих, наверное, мечта тут порыбачить. Я зимой здесь рыбачил. Должны помнить на жерлицы вот на этом повороте ставил. Ух ты, просвечивает вода. Да, чистая сейчас. Она чайного цвета, но она прозрачная. Просто дно сейчас у реки
такая ил, да, ил. И все вот сейчас цветет, как говорят мужики. Река начала цвести, и вот это все шняга плывет по реке. Видите, как красиво. Один из наших красивых мест, такой крутой берег и такой песок. Ну, мало их таких берегов у нас, но есть. Тулан летти. Смотрит, как бы спуститься к реке. Сейчас поедем дальше. Ветерок начинает дуть. У нас много работы, надо ехать. Ну, примерно так, ребят. Смотрите. В этом году очень красивый зелень. Зеленка очень красивая, не высохшая. И прям вообще идеально. Для веника вот это береза. Сырая весна была. Начало лета тоже дождливое, поэтому вот так все. Очень красивый зелень. Вот. Ну, примерно так. Энлечи. А мы поехали дальше, ребят. Сейчас уже включусь на избе, там избушку буду снимать вам. А тут все красиво. Первая изба. Ромашки сколько? Мама, не горюй. Нормально. А здесь пока оставлю машину, потом скошу. Ну вот и все. Вроде приехали. Чолом здорово, Кырка. Дай чужие шотчины. Изба стоит. Росы очень много. В первую очередь скосить здесь территорию придется. Потом уже выгружаться. Вот настырный сухостой, а. Никак не может свалиться. Так. Ну что тут, ребят? Видно, тут были, кто-то ночевали. И хрен пойми, что тут происходило. Видно, что конфеты оставляли, чайник. Вот это да, тут, конечно, непонятно. Консерва сколько? Здесь провизии пол-литра еще. Так и есть. Так и есть, ребят. Это подписчики были здесь. Спасибо за гостеприимство, туристы. Даже не представляете, сколько провизии тут оставили. Сардины, консервы. Мне об этом говорили, что приходили сюда. Даже не помню, кто это говорил мне. Дрова оставили. Но бывает там что-то оставляли, но чтобы такое количество никогда в жизни. Целую бутылку водки, тундра какая-то вот. Реально целая, не распакованная еще вот все. Не знаю, как вам показать. Это сухое горючее, наверное. Да. Сухое горючее. 2 таблетки. Макароны, консервы тоже. Говядина. Это одна банка только, блин, 200 рублей. Конфеты, печенье, крикеры вот эти все. Еще какие-то по-домашнему жаркое какое-то вот.
сухари, 3 корочки, макароны, 2 пачки, ё-моё, бич-пакет, картошка, пюрешка, картошку сюда убираем, отсыреет он. Это да. Вот это удивили меня, ребят. Туристы. Чай, кофе, наверное, майский чай. Ну да, кофе. Кофе растворимый, гранулированный. А это что коричневое, интересно. Сахар белый. Понятно. Там, знаете, вот, блядь, надо вспомнить. Вот это мне надо вспомнить. Это надо вспомнить. Кто мне про этих туристов говорил. Говорили они то, что мы, говорит, ночевали в избе. Это, наверное, изба. Это, наверное, изба у Олега. Вот они так мне еще, ну, мне привет передали. Это, наверное, у Олега изба, наверное, ночевали. Ой, блядь, кто же это мог мне говорить-то? Вот я сейчас вот сегодня, завтра это все, вот это я буду вспоминать. Потому что действительно тут были гости. И вот то, что вот оставили, вот это все. Мне это рассказывали, но я уж подзабыл. Вот сейчас я увидел, я в небольшом шоке был. Потому что сейчас нахожусь в небольшом шоковом состоянии. Потому что столько всего оставить и... Да, видно, они люди щедрые. Да, 100 пудов. А так все нормально. Терпеть можно. Немножко так. Мусор чуть-чуть есть. Ведро вот почему-то не опрокинули. Я обычно всегда опрокидываю. Вот, пользовались вот этими посудами. Это, конечно, у Тулана. Это вон там у меня на амбаре, вот там стояло. Для чего они использовали, я тоже не могу сказать. 5-литровая канистры у меня здесь вроде бы не было, может был, я не помню тоже. Чайник. Ну, в коридоре оставили. Вот это конфеты. Конфеты здесь. Печенье. Вот видите, тут уже опарыши. Бля, конфеты, наверное, кушают эти опарыши. Это надо выкинуть. В мангал сразу выкину. Потому что даже собаке я не буду давать. С опарышами. Тулан бездельник мой. Да, Тулан? Сейчас лето, сейчас все быстро-быстро может испортиться. Реально неприятно. О, блядь. Это придется мне тщательно вымыть. Капец. Обычно я в нем готовлю. Тулан, сышь везде. Так, а в остальном все нормально. Все нормально. Это у собаки тоже я там готовлю. Ладно, сейчас все уберу. Как надо. Как должно быть у меня. Это обратно куда-нибудь вон туда, может, вынесу. Дров дофига. Дров очень много еще. Пока топить ничего не стану. В избушке так, чуть-чуть прохлада есть. Почему-то забыли, наверное, повесить. Вот здесь она висела. Вот тут. Ладно. Спасибо за все то, что оставили. И я рад таким гостям, которые после себя не только порядок оставляют, но и еще такой презент. Это просто отлично. Вот. Некоторые вот макарон оставлю вот здесь в коробке, наверное, вот этот пюрешку и консерву уберу, водку тоже уберу. Что-то, может, сейчас тоже попробую.
этот майский чай сейчас можно заварить, попробовать, попить. Так что сухари тоже не очень любительно, пригодится. Вот это весной они приезжали, это уже с весны тут все. С Алексеевки Петя может мне рассказать. Блядь, надо вспомнить. Никак вспомнить не могу. Не могу успокоиться. Кто может быть там и... Кто мне рассказал и кто может это быть. Но спасибо вам, кто оставил все это. Давайте сходим туда. Сейчас все это надо скосить. Сегодня у меня целый день, фронт работы на целый день есть. Лодку надо покрасить возле жести. Может, на удочки взял, может вечером еще порыбачу. Река реально уже высохла, да, уже летний уровень воды, все. Уже летний уровень, потому что вот весной вот я здесь останавливался. Это уже когда вода упала, на вторую избу ехали, а сейчас смотрите, где она вода. Вон далеко. Очень далеко. Хрен пойми, что там плюет. Какой-то мусор странный. Не знаю. Не-то пена какая-то коричневая, не-то... Я не знаю, что, ребят, это. Без очков сейчас не могу сказать. Ну, тут можно порыбачить тоже вечером, там сесть и прикормить вас здесь. Посмотрим. Я рыбачить так себе рыбак. Но в планах вот это закрыть еще газетой. Я думал, сейчас после таких ветров это свалится. Ни хрена. Такие ветреные дни сейчас были. Ужас. Жесть. Крыша еще не свалилась. Держится. Так, ладно, сейчас я переоденусь, сапоги одену и буду уже работать. Сейчас еще покажу вам, что там у меня в кузове, в кабине. Блин, с ночевкой на одну ночь, может, и приехала вещей, как всегда. Смотрите, целый кузов, целый кузов. Здесь гаджеты, тыры-пыры. Там лодку взял с собой. Резиновую лодку взял. Как сказать, пилу на всякий пожарный. Пускай будет, думаю. Триммер, вот, чемпион мой. 264. А Редверг пока в ремонте. Как бы жду прокладки. Как прокладки придут, буду ремонтировать. Вот, там рыболовный вот ящик. Сейчас одену сапоги вот эти. Сапоги одену. Тачку взял, чтобы сухую траву убрать. Ну и в кабине еще тут провизия по старинке. Взял, знаете, чай, сладкий чай с заваркой в такую бутылку. Надеюсь, ребят, надеюсь, помните, кто... Сейчас я камеру поставлю. Комарье кусает. Надеюсь, помните. Вот смотрите, какие волдыры. Вот. Это укус, это слепень. Укусил вот такой, как я не знаю, как шишки становятся. И когда вот 80-е года, 90-е, ну, сам понимаете, в стеклянных пол-литровых бутылках так набирали чай, в походы ходили и пили. Сегодня вот тоже набрал немножко чая. Для начала, думаю, пока не скипячу чай, буду вот так пить. И надо помазаться немножко комарье. Ну так, не так много, терпимо, не так много. Жужжат на пик. Этих оводов уже прошел, может днем больше будет, а сейчас их не так много, терпимо. Комары это ночью они выйдут. Но чуть-чуть помажусь.
Помажу это взял с собой такой антикомарин. 7 в одном, вот написано 7 в одном. Сейчас, секунду. 7 в одном. Хрен пойми, помогает или нет. Так, шапку брызгаю. Себя так брызгаю. Фу, блядь. Вкус непонятный. Вкус такой. Знаете. Уф. Вкус чем-то похож на сладкое печенье. И в то же время чем-то похож на диклофос. Печенье и диклофос. Вот что-то вот в этом роде. Вот так. О! Фу. Пока хватит. Все. В общем, я готов. Буду работать.